Хочу обратить ваше внимание на тяжелую ситуацию, сложившуюся с изучением родных языков на территории Республики Дагестан. Мы некоторое количество времени пытались привлечь внимание общества к этой проблеме. Мы это, то есть аварские национал-патриоты, но недавно к нам присоединились также и даргинцы, и в Купе это уже составляет 60% населения Дагестана. Отдельной графой благодарность даргинскому народу и его активистам. Ситуация сложилась критическая с изучением родных языков на территории Российской Федерации. Все это исходит от Министерства просвещения Российской Федерации. Непонятна его деятельность и роль. Она фактически, ее деятельность можно рассматривать даже как подрывную в отношении Российской Федерации, так как в связи со сложившейся ситуацией противодействия конфликта на территории Украины и с тем, что страны Запада хотят, чтобы Российская Федерация проиграла, а то и вовсе привести ее к развалу, думаю, Министерство просвещения Российской Федерации проводит деструктивную политику, направленную на то, чтобы на юге страны создать пояс из антироссийских настроений граждан. А они могут таковым быть в связи с какой ситуацией? В связи с той ситуацией, которая сложилась с изучением родных языков. Из категории обязательных их перевели в факультатив. К примеру, такие предметы, как шахматы, английский язык, для нас обязательны к изучению, а наши национальные языки, на которых мы разговариваем, мы живем, это наше все, сведены на нет в образовательных учреждениях. Далее такая ситуация не может продолжаться. Мы требуем, мы не просим, мы требуем с тем, чтобы образовательный процесс первые 4 года велся по всем предметам на национальных языках. А в старших классах обязательно также, чтобы изучение несколько уроков в неделю родного языка и родной литературы. В связи с этим тем деятелям из Министерства просвещения Российской Федерации следовало бы обратить внимание на то, как в этом отношении работали в Российской империи. Для примера, Семен Уваров, министр просвещения Российской империи, почетный член и глава Императорской академии наук. Это при нем были созданы письменности и развивались народы, литовцы, финны, крупные народы, прогрессивно. Но впоследствии все его зачинания и все хорошая его деятельность, естественно, коту под хвост пустил министр внутренних дел Российской империи Валуев. И теперь создается впечатление, что Министерство просвещения Российской Федерации, а вкупе с ним и Министерство просвещения Республики Дагестан занимается откровенной валуевщиной. Даже с тех минимальных 2 часов в неделю по изучению родного языка в связи с переходом на 5-дневное обучение сокращается количество часов на 10. Видимо, кто-то в Министерстве просвещения Российской Федерации и Республики Дагестан мечтают об ассимиляции дагестанских этносов. Но мы будем противодействовать этому. Мы имеем полное право на изучение своих национальных языков. У нас республика. И если Министерство просвещения Республики Дагестан не предоставит кратчайшие сроки, план по сохранению и изучению родных языков в образовательных учреждениях, то такому Министерству просвещения в полном составе следует подать в отставку.
Мы, народ Дагестана, желаем не терять своих корней, своих языков, свои традиции. Мы не желаем ассимиляции. Следует это понять тем людям, которые находятся во главе вот этих всех проектов, суть которых направлена на уничтожение национальных языков и ассимиляцию народов Дагестана.